Карантин в Узбекистане продлили до августа. Карантинные меры в Узбекистане продлены до 1 августа. Соответствующее решение приняла специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает РИА Фергана. Будет сохранена система разделения городов и районов по уровню эпидемиологической опасности зеленый, желтый и красный, санитарно-гигиенический контроль, обязательное ношение медицинской маски в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Предприятия и организации, возобновившие свою деятельность, сфера услуг, общественное питание, строительство и прочее, в случае обнаружения коронавирусной инфекции у своих сотрудников будут нести расходы на их содержание в карантине. Государственные дошкольные учреждения в ходе подготовки к открытию 1 августа будут дезинфицированы, входы и выходы оборудуют пирометрами. Вместе с тем, с 15 июня откроются негосударственные дошкольные учреждения, расположенные в зеленых и желтых зонах. Ограничение по количеству человек в группе не более 15 снимается. Ответственность за соблюдение карантинных ограничений возлагается на администрацию детсадов, родителей, опекунов. Со следующей недели возобновится железнодорожное сообщение между регионами Узбекистана, относящимися к желтой и зеленой зонам. В частности, будет разрешено движение скоростных поездов Афросиёб по направлению Ташкент-Самарканд-Ташкент. Также с 15 июня возобновится воздушное сообщение со странами, где санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильна. К зеленым странам относятся Япония, Южная Корея, КНР и Израиль. Вернувшиеся из этих стран не будут помещаться в карантин. Вернувшиеся из желтых Малайзии, Таиланда, Сингапура и стран Евросоюза должны будут оставаться на домашнем карантине 2 недели. Все остальные рейсы считаются красными, эвакуационными. Пассажиры этих рейсов помещаются в карантин под контролем. Пересечь границу Узбекистана будет разрешено представителям дипмиссий и консульств, транзитным пассажирам, людям, отправляющимся на лечение, учебу или работу. Вывозные чартерные рейсы для узбекистанцев, остающихся за границей, будут организованы согласно расписанию, размещенному в телеграм-канале авиакомпании Uzbekistan Airways. По состоянию на 14 июня в Узбекистане подтвержден 5051 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3910 человек, 19 скончались.